Я могу начинать? Да, можете начать, да. То есть я могу говорить уже, да? Ну, вы дайте знать. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем заседание нашего первого в этом году, в 2020 году, Республиканского коммунистического объединения. Мы сегодня собрались для того, чтобы обсудить ряд вопросов. Об этих вопросах вам скажет моя коллега. Позвольте представить вам заместителя председателя Республиканского методического объединения Казимирскую Наталью Витальевну, заместителя директора по учебной деятельности школы номер 43. И я, Тамара Александровна Четкина, методист Центра развития общего образования, социализации, воспитательной личности. Также сегодня один из вопросов озвучит вам и Попова Ванда Цветановна, тоже методист нашего центра. Позвольте перейти к первому вопросу, который у нас с вами в рамках нашего заседания предусмотрен. Вопрос о плане деятельности Республиканского методического объединения учителей на 2020 год. И слово я передаю Наталье Витальевне. Здравствуйте, уважаемые коллеги и слушатели вебинара. В моем выступлении я ознакомлю вас с планом деятельности Республиканского методического объединения учителей по методическому сопровождению комплексных курсов «Основы религиозных культур светской этики» и «Основы духовной и нравственной культуры народов России». План наших мероприятий демонстрируется на экране, и я вам его буду сейчас пояснять. План мероприятий состоит из 4 частей. Обратимся к первой части. Первая группа мероприятий связана с проведением собраний, вебинаров Республиканского методического объединения. Здесь мы будем рассматривать вопросы на собраниях и вебинарах. В феврале 2020 года нас ожидают следующие мероприятия. Сегодня. Первое – это обсуждение плана, о том говорила Тамара Александровна. Второе – итоги муниципального этапа Олимпиады по основам православной культуры в 2019 году. Об Олимпиаде для учащихся 1-3 классов «Азы православия» 2020 год. Далее участие в 15-м всероссийском конкурсе в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии за нравственный подвиг учителя в 2020 году. Пятое. Методическое сопровождение курса «Основы религиозных культур светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Методические пособия и рабочие тетради к учебным пособиям по предметной области ОРГСЭ и ОНДНКНР. Шестое. О подготовке к республиканским детским и юношеским образовательным стефановским чтениям. И юбилейные даты 2020 года – это эпохи святого князя Александра Невского, Великая Победа, Наследие и наследники. Также планируется следующее заседание, да? Да, также и следующее заседание. В апреле этого года мы планируем провести следующие мероприятия. Это подготовка родительского собрания по выбору модуля основы курса светской этики, результаты проведения стефановских образовательных детских и юношеских чтений, проведение мониторинговых исследований, связанных с реализацией комплексных курсов ОРГСЭ и ОНДНКНР, подготовка к заседанию Координационного совета по ведению комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры светской этики и образовательной области, основы духовно-нравственной культуры народов России» в общеобразовательных организациях Республики Коми. Я должна сказать вам, что Координационный совет у нас проводится 2 раза в год. Проводится обычно в июне, после того, как пройдет в школах выбор модулей предметной области основы духовно-нравственной культуры, основы религиозной культуры светской этики. И также мы планируем провести следующее заседание, не планируется, не мы планируем, потому что там этот Координационный совет действует при Министерстве образования Республики Коми, он планируется в конце года, в декабре. И вот для того, чтобы подготовиться к июньскому заседанию, мы рассмотрим те проблемные вопросы, которые волнуют аудиторию и членов нашего Республиканского методического объединения. Итак, июнь. Итак, в июне 2020 года мы проведем анализ лучших практик
реализации предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России в образовательных организациях Республики Коми. Также подведем итоги Республиканского методического объединения за 2019-2020 учебный год. Обсудим план работы на 2020-2021 учебный год. Презентация и анализ программно-методического обеспечения по основе духовно-нравственной культуры народов России, обсуждение федерального перечня учебников. Поговорим также и подведем итоги республиканского этапа 15-го Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет. И вот тут хотела бы заметить еще, вот первый вопрос у нас – анализ лучших практик. Мы планируем, что у нас будет в марте месяце образовательный семинар, как раз посвященный тому, чтобы посмотреть, какой же у нас есть лучший опыт преподавания основ духовно-нравственной культуры народов России. Вот как раз семинар образовательный, серия семинаров сейчас у нас пройдет. Вот первый из этих семинаров у нас уже прошел вчера. Мы рассмотрели вопрос о преемственности духовно-нравственного воспитания между дошкольным и школьным образованием, то есть начальной школы. А следующий наш семинар, это уже мы будем рассматривать опыт работы учителей начальных классов и основной школы по реализации этой предметной области основы духовно-нравственной культуры народов России. Октябрь месяц 2020 года планируется подготовка к участию в конференции «Республиканская научно-практическая образовательная конференция. Духовно-нравственное патриотическое воспитание детей и молодежи на основе традиционных духовных ценностей» в рамках регионального этапа рождественских образовательных чтений. А также будет представление лучших практик реализации предметной области ОДН-КНР в образовательных организациях Республики Коми. Вот тут тоже, наверное, да, мы немножко порассуждаем. Вот что касается первого пункта мероприятий в октябре месяце, у нас уже 5-й раз проходят региональные рождественские чтения. Я думаю, что кто-то из вас уже побывал на этих чтениях. Это обычно такой крупный церковно-общественный форум. Присутствуют все направления, вернее, все ветви исполнительной власти Республики Коми в этом региональном этапе. Это и здравоохранение, и культура, не только образование. Это и УФСИН. И поэтому я бы хотела сказать, что вот в рамках такого крупного мероприятия мы ежегодно проводим конференцию «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи». И, наверное, наши уважаемые учителя имеют огромный опыт работы в этом направлении. Поэтому вот запланируйте, пожалуйста, выступление свое с содержательным опытом вашим на этой конференции, чтобы мы с вами могли его достойно представить на этой конференции. Еще хотела бы сказать о том, что участники этой конференции обычно победители нашего конкурса за нравственный подвиг учителя. И поэтому здесь тоже очень важно в конце нашего этого этапа рождественских чтений формируется всегда республиканская делегация от Республики Коми на международные рождественские чтения. И вот как раз вчера на семинаре наши коллеги, наши учителя, которые побывали на этих мероприятиях в городе Москве, они рассказывали о том, что они увидели, какой опыт прекрасно, интересно был представлен, насколько это масштабное мероприятие, поскольку оно международное, и там можно увидеть представителей не только регионов России, но и дружественных нам международных стран. Поэтому это очень важно, интересно, и каждый из вас, если у вас есть достойный опыт, может принять участие и войти в состав делегации и побывать в городе Москва. Пожалуйста, дальше ноябрь, да? В ноябре 2020 года мы подводим итоги работы Республиканского методического объединения и готовимся к заседанию Координационного совета по ведению комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» и образовательной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в общеобразовательных организациях. И конференция эта состоится у нас в декабре. Вторая часть мероприятия связана с проведением семинаров, вебинаров, консультаций, чтений, конференций и привлечения к участию учителей. Сейчас пошло. В феврале мы привлекаем учителей к участию в Республиканском фестивале «Кадетская честь». Сейчас.
В январе привлекаем учителей к участию в республиканском этапе 12-го всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет на соискание премии за нравственный подвиг учителя. 23 апреля планируется республиканское детское и юношеское образовательное стефановские чтения. В феврале семинар «Инновационные подходы и преемственность духовно-нравственного воспитания дошкольного, начального, общего образования в рамках традиционной культуры». Да, прошел. Тут, скорее всего, в апреле. Прошел семинар, Да, уже. прошел. В Вчера. феврале прошел. Семинар в марте. Семинар «Преемственность духовно-нравственного воспитания начального и общего образования в рамках традиционной культуры». В апреле планируется семинар «Преемственность духовно-нравственного воспитания, общего образования и профессионального образования в рамках традиционной культуры». В мае месяце привлечение учителей к участию в республиканском межведомственном научно-практической конференции «Экология языка и культуры. Пути и способы решения образования в рамках Дней славянской письменности и культуры». Для учителей русского языка и культуры. Для учителей русского языка и культуры. В сентябре мы привлекаем учителей к участию в проведении Владимирских чтений в селе Усть-Кулом. В октябре привлечение учителей к участию в республиканском этапе всероссийского конкурса «Красота Божьего мира». И в ноябре учителей к участию привлекаем в конференции «Республиканская научная практическая образовательная конференция «Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей и молодежи на основе традиционных духовных ценностей» в рамках регионального этапа рождественских образовательных чтений. Получилось у нас, да, небольшое. В третьей части мероприятия это научно-методическое сопровождение. И в течение учебного года мы изучаем опыт и оказываем методическую помощь в трансляции лучших практик реализации комплексных курсов ОРГСЭ и ОДНКНР в рамках собраний Республиканского методического объединения на курсах повышения квалификации. А также оказываем методическую помощь учителям в обобщении педагогического опыта и размещения на портале «Открытое образование Республики Коми». Консультируем по вопросам реализации комплексов курсов ОРГСЭ и ОДНКНР и организуем консультации по вопросам мониторинговых исследований, связанных с реализацией комплексных курсов ОРГСЭ и ОДНКНР. И в течение учебного года посещаем открытые уроки учителей, которые реализуют эти два курса. Да, и вот в связи с этим пунктом мне бы хотелось обратиться к нашим учителям. Если вы считаете, что у вас на самом деле хороший опыт у молодых учителей, которые только начинают этот курс реализовывать, или, может быть, модуль новый начинают реализовывать, понятно, что они сталкиваются со множеством трудностей. И вот мы хотели бы провести в ближайшее время мониторинг тех затруднений, которые у нас есть у учителей. И если есть хороший опыт, который действительно вот эти затруднения уже давно снял или может снять, мы бы хотели бы, чтобы вы сами как-то откликнулись и представили темы тех своих занятий, уроков, которые могли бы помочь вашим коллегам. И мы бы могли действительно, вот, посетив ваш урок, организовав посещение ваших уроков или как-то обобщить ваш опыт и предложить его вашим коллегам для снятия этих затруднений. Ну и четвертая часть – это публикации и методические издания. И в течение учебного года будут размещены лучшие практики, методические материалы, полезные ссылки и другое на портале «Открытое образование Республики Коми». И популяризация программ курсов, методика и содержание, основы религиозных культур, светской этики. Это в течение учебного года. Спасибо, Наталья Витальевна. И я бы хотела еще здесь, вот в этом разделе, четвертом, сказать о том, что, конечно же, мы на основании вот всей нашей проделанной работы и выявления лучших практик будем планировать
издание сборника лучших работ. Об этом мы тоже обсуждали с коллегами, и значит, на основе наших курсов, вернее, наших конкурсов, которые мы проводим, наверняка мы найдем, и будет у нас хороший опыт таких уроков, и мы попробуем тоже издать такой сборник, методический сборник уроков наших преподавателей. Спасибо огромное. И если есть у наших слушателей есть какие-то, может быть, еще предложения, дополнения в план этой работы, мы готовы получить их. Вы можете их прислать по нашему электронному адресу КРИРО, ЦВДКО, ДНВ КРИРО. И я думаю, что на Центр развития общего образования, социализации, воспитания личности, я думаю, что мы их обязательно рассмотрим и скорректируем наш план работы. Что бы еще хотелось добавить, на портале образования Республики Коми есть такой раздел, который называется «Республиканские методические объединения». В этом разделе есть наш подраздел, это ОРКС и ОДНКНР, и там же идет регистрация членов Республиканского методического объединения. Мы убедительно просим вас зайти на этот сайт, зарегистрироваться и поучаствовать в работе нашего Республиканского методического объединения. Можно тоже через этот сайт осуществлять с нами диалог. Ну что ж, мы вернемся к плану работы, который мы предлагали на сегодняшний день, на заседание сегодняшнего дня, февраль. И по плану следующий вопрос – это итоги муниципального этапа Олимпиады по основам православной культуры в 2019 году. В начале учебного года мы с вами организовали и провели заседание, вернее, провели Олимпиаду «Основы православной культуры», которая уже на протяжении многих лет организует и проводит Свято-Тихоновский Богословский православный университет. Олимпиада полностью от начала до конца оформлена содержательно и технологически этим университетом. И я бы хотела сегодня вам сказать о том, какую работу и какие районы проделали, участвуя в этой Олимпиаде. В этой Олимпиаде мы участвовали, но не систематически. Я думаю, что, наверное, пришло время все-таки начать такую более систематическую работу с этим университетом, поскольку те Олимпиады, которые проводятся на базе этого университета, они все включены в перечень региональных Олимпиад для наших одаренных детей. И результаты, которые они получают после участия в этих Олимпиадах, они учитываются при поступлении в вузы и при других различных льготах, которые имеют наши одаренные дети в нашем регионе. Поэтому, я думаю, это интересно каждому учителю. Во-первых, мы с вами проговорим про Олимпиаду «Основы православной культуры», которая была проведена для учеников 4 классов. В этой Олимпиаде у нас участвовало 3 муниципалитета. Это Мого-Инта, муниципальный район Усть-Илимский и Прилузский. В общем, участвовало 1865 человек. И если говорить об итогах этой Олимпиады, то по результатам уже муниципального этапа, Инта и Усть-Илимский район не получили призовых мест, а муниципальный район Прилузский, дети из разных сел, Слоймы, Летки, Черемуховки, Обячева участвовали в муниципальном этапе этого района. И 7 человек получили 3-е место. Результаты такие. Село Летка – 3 человека, село Черемуховка – 2 человека и село Обячево – 2 человека получили 3-е место. Конечно же, эти результаты говорят нам о том, что
не системно еще пока работа ведется, только вот, так скажем, пионеры у нас приняли участие в этом регионе. Вот. Это плюс, да, все-таки, что у нас есть участники и есть уже победители муниципального этапа. Но так как для того, чтобы участвовать в региональном туре этапов, информация была разослана из Свято-Тихоновского богословского университета, в которой было обязательно сказано о том, что участвовать в региональном туре могут только участники, которые имеют места второе и третье место муниципального этапа, причем участников должно быть, муниципалитетов должно быть несколько. У нас получилось так, что у нас только один муниципалитет имел своих победителей. Поэтому региональный этап мы, к сожалению, провести не смогли. Я думаю, что в следующем году это нам удастся, если мы будем более содержательно и более организованно готовиться уже в начале этого года к этой Олимпиаде. Сама технология проведения Олимпиады, она очень содержательно и пошагово расписана на сайте нашего Свято-Тихоновского богословского университета. И, в общем-то, она не сложна для того, чтобы с ней работать. Вот я сейчас попытаюсь открыть. По-моему, это Олимпиада, по-моему, да? Нет, это стефанские чтения. Ага, вот Олимпиада. Так. Ну, вот здесь есть ссылочки. Это все у нас будет размещено, прилагаться к вебинару нашему, и вы можете посмотреть, по какой ссылке можно зайти и как можно участвовать в этой Олимпиаде. Для того, чтобы участвовать в ней, сначала школьный уровень, да, каждая школа заходит на этот сайт, руководитель школы или там кого назначат, оформляет свой личный кабинет, и там уже пошагово все расписано, каким образом загружаются материалы. Во-первых, там также есть обширный материал для подготовки к Олимпиаде, есть ссылки на источники, на литературу. То есть сначала вы можете провести какую-то подготовительную работу со своими учащимися, используя те материалы, которые на сайте Олимпиады выложены, а потом уже загрузить материалы, провести уже по вопросам свою Олимпиаду школьную и загрузить материалы. То есть все очень просто. Вот тут указано контактное лицо Труфина Виктория Юрьевна, которая, там есть такое окошко, диалог, на все вопросы они могут тоже ответить и дать такую вот заочную консультацию. Но я бы хотела еще обратить внимание ваше на то, что сейчас, в настоящее время, на сайте этого университета проводится Олимпиада для первых-третьих классов азы православия. То есть вот сегодня, завтра, послезавтра, 1 марта вы можете зайти и до 20-го, там, наверное, до какие-то еще дни остаются, но, в общем, до 20 апреля, так, по-моему, срок стоит, можно будет в этой Олимпиаде поучаствовать, азы православия. То есть здесь проводится только школьный уровень. То есть на уровне школы каждый может зайти и, так скажем, потренироваться, да, для того, чтобы участвовать потом уже в Олимпиаде по основам православной культуры для 4 класса. Тоже вопросы посвящены различным темам. Вы увидите это на сайте более подробно. Вот. И я думаю, что интерес для участия в этой Олимпиаде, он как раз будет полезен для тех учителей, которые ведут модуль «Основы православной культуры». Но наш университет, этот богословский университет Свято-Тихоновский, предлагает также участие для учителей и учащихся по светской этике.
То есть не обязательно по православной культуре, там есть вопросы для модуля по светской этике. То есть все учителя, которые желают расширить знания своих учеников, могут еще и проверить знания своих учеников по светской этике, но там тоже задаются определенные темы. То есть каждый год задается определенная тематика Олимпиады. Итак, мы переходим с вами к вопросу следующему. Вопросу, который мы неоднократно уже сегодня упоминали. Это участие педагогов, занимающихся духовно-нравственным воспитанием, в 15-м Всероссийском конкурсе в области педагогики воспитания работы с детьми и молодежью до 20 лет на соискание премии за нравственный подвиг учителя в 2020 году. Этот конкурс уже стартовал с января месяца. По 31 марта мы принимаем ваши методические работы по 4 номинациям. Все подробности вы можете найти, набрав на сайте Института развития образования профессиональные конкурсы, этот конкурс. То есть вы набираете на нашем сайте раздел «Профессиональные конкурсы», а в профессиональных конкурсах вы найдете этот конкурс за нравственный подвиг учителя. И там подробно все расписано. Кроме того, вы можете зайти на наш сайт, опять же, видеотека, или как она называется, видеозал, извините, не вспомнил, видеозал. И вот в видеозале вы найдете, опять же, вебинар, посвященный именно проведению этого конкурса. На этом вебинаре Татьяна Сергеевна Кальницкая, она у нас ответственная за проведение этого конкурса, я ее помощник, помогаю в проведению этого конкурса. Она очень подробно показала, рассказала, какие номинации, каким образом, какие критерии каждой номинации применяются, там тоже все эти материалы размещены. То есть очень подробное описание для участия в этом конкурсе мы сейчас имеем на сайте нашего института. Поэтому, дорогие учителя, мы вас приглашаем к участию в этом конкурсе. Конкурс действительно очень интересный. Он интересен тем, что это конкурс с денежной премией, во-первых. А во-вторых, он позволяет вам принять участие, если вы будете победителями, принять участие и на выезде на северо-западный округ, потому что конкурс проводится в 3 этапа. Это региональный, потом межрегиональный и всероссийский конкурс. И вот, конечно же, каждый год наши участники попадают и на межрегиональный. В этом году у нас Ухта попала на межрегиональный со своей работой. И, их приглашают уже на всероссийский конкурс. Ежегодно, я уже говорила о том, что у нас формируется делегация на этот конкурс, и участники, победители этого конкурса, за счет средств епархии выезжают на этот подведение итогов этого всероссийского конкурса на международные рождественские чтения в город Москву. То есть вот такая еще дополнительная премия за хорошую работу по духовно-нравственному воспитанию. Поэтому мы бы очень хотели, чтобы вы поучаствовали в этом нашем мероприятии. Итак, переходим к следующему вопросу. Это методическое сопровождение курса ОРКС и ОДНКНР. Дело в том, что у наших коллег возникали вопросы о том, есть ли методические пособия, рабочие тетради. Ну, конечно же, я думаю, что это вопрос новичков, да, те, которые только начинают работу по модулям. И если мы говорим с вами о обеспечении, то каждый модуль, он обеспечен учебно-методическим комплексом. То есть разработаны и программы рабочие, и методическое пособие к проведению уроков, и рабочие тетради. Все это имеется. Другой вопрос, что возникает всегда задача, а как, на какие деньги это сделать и приобрести.
Дело в том, что Сыктывкарская и Воркутинская епархия до прошлого года регулярно участвовали в помощи тем школам, которые нуждались в том, чтобы, если не закупить новые учебные пособия, то хотя бы их обновить новыми пособиями. К сожалению, вот в этом году Сыктывкарская епархия просила высказать такое свое пожелание муниципалитетам о том, чтобы все-таки пробовали они справляться своими средствами, поскольку сейчас епархия строит звонницу, и очень много средств уходит на то, чтобы довести до окончания строительства это новое здание, и поэтому епархия ограничена денежными средствами, к сожалению. Но я хочу сказать, что если говорить о православной культуре, то в электронном варианте у нас есть и методическое пособие для учителя, и рабочая тетрадь для учителя. Все это можно в нашем центре развития общего образования подойти и посмотреть, и взять, если это будет важно для вас. Мы решили, что мы этот вопрос еще отдельно вынесем в июне, да, мы там, по-моему, планировали в июне месяце на заседании РМО, где мы покажем все в виде презентации, все пособия, которые у нас имеются. Но я хочу сразу же вас отправить, опять же, на наш сайт. У нас на сайте и на сайте образование.ру, вот о чем мы говорили с вами, да, образование Республики Коми, там есть, значит, в разделе РМО, там есть методические рекомендации по проведению занятий по ОРКСе, по ОДНКНР, и там очень есть много различных, значит, методических пособий, с помощью которых вы можете более качественно проводить свои занятия. То есть можно сейчас воспользоваться тем, что у нас имеется на вот этих, значит, серверах, на этих сайтах. Итак, уважаемые коллеги, перейдем к следующему вопросу. Вопрос о подготовке к республиканским детским и юношеским образовательным степановским чтениям. Этот проект, который тоже уже реализуется на протяжении более 10 лет нашим институтом, он проводится совместно с Сыктывкарской и Воркутинской епархией, так как посвящен нашему святителю Стефану Пермскому, который более 650 лет назад пришел на территорию Коми края и обратил в христианство в то время населяющих эту территорию язычников Пермского края, Коми Пермского края. И я бы хотела сказать, что степановские чтения, она всегда приурочены как раз к дню поминания Стефана Пермского, а это день 9 мая. Поэтому мы всегда проводим степановские чтения ближе к Троице, вернее, не к Троице, к Пасхе, да, Пасха, которая в этом году у нас празднуется 19 апреля, а стефанские чтения мы будем проводить 23 апреля. Поэтому вот можете рассчитывать на то, что 23 апреля мы проведем наши степановские чтения. А теперь я хотела бы анонсом показать вам так. Где же у меня стефановские чтения? Я их не выложила. Вот. Какие же будут у нас разделы? Вернее, не разделы, а направления. Итак, первое направление – это слава, честь и доблесть солдатов, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. Да, я уже не сказала, что, конечно же, чтения посвящены в этом году подвигу нашего народа, 75-летию победы Великой Отечественной войны. И направления тоже совпадают с тематикой этих чтений.
Итак, слава и честь и доблесть солдатов, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. К участию приглашаются обучающиеся образовательных организаций всех типов в возрасте от 12 до 23 лет. То есть мы здесь имеем в виду и студентов профессиональных и высших учебных заведений. Отражение воинского подвига в литературе и искусстве. Также к участию приглашаются учащиеся, но уже вот мы планочку повышаем больше, это старшеклассники и студенты всех типов образовательных организаций. Духовные и исторические судьбы воинов, священников, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны. К участию приглашаются тоже обучающиеся образовательных организаций всех типов и студенты. И для учащихся начального звена общей нашей школы тема победы в проектной деятельности в рамках изучения комплексного учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики» и предметной области «Основы духовенства и культуры народа в России». То есть, пожалуйста, можете с 1 класса, если есть такие проекты, можете уже участвовать в этой нашей конференции. Условия участия и необходимые конкретные ссылки на то, как вы будете эти материалы нам присылать, они выйдут попозже, после того, как будут подписаны приказы Министерства образования Республики Коми. И информация будет доведена до всех для муниципалитетов и всех образовательных организаций. А для участия в чтениях необходимо до 15 апреля 2020 года уже направить заявку в установленной форме и материалы выступлений по нашему электронному адресу или по ссылке загрузки материалов, которые будут уже попозже вам представлены. Таким образом, мы с вами рассмотрели основные вопросы, касающиеся, так скажем, перспективы работы нашей с вами совместной по духовно-нравственному образованию, воспитанию. И сейчас у нас еще такой тоже не менее важный вопрос. Это юбилейные даты 2020 года. И с этими юбилейными датами перед вами выступит Ванда Цветановна Попова. Пожалуйста, Ванда Цветановна, можете занять мое место. Добрый день, уважаемые коллеги. Рада всех приветствовать. И мне хотелось бы сегодня остановиться на очень важном вопросе, который связан непосредственно с организацией классных часов, которые посвящены великим событиям, великим сражениям, великим победам, памятным датам. Хотелось бы, конечно, сказать о том, что сегодня данные методические рекомендации, о которых я буду говорить, они могут быть интересны не только учителям, преподавателям ОРГСЭЙС и ОДНКНР, также и воспитателям, классным руководителям, педагогам дополнительного образования, представителям общественных объединений, клубов. То есть на самом деле тема воспитательной работы и внеклассной работы, она сегодня является очень актуальной. У нас есть государственная политика в области образования, которая основывается на определенных принципах. И основной принцип — это отношение из любви к своему Отечеству и к семье. Это является одной из основных задач для развития Республики Коми. В учебном процессе, в частности, в структуре классного часа, есть определенные этапы, которые мы тоже должны с вами опираться. Любой классный час он должен иметь деятельностный подход, то есть практикоориентированное задание, процесс обобщения знаний учащихся, определенные ресурсы методические, которые помогут нам в этом процессе. Если это некая проектная работа или исследовательская работа, то здесь должны быть учащиеся хорошо знакомы с критериями оценки. Также должна проходить рефлексия. Если мы анализируем деятельность учащихся, то это подведение итогов. А если дети используют этический диалог и беседуют с учителем, то тогда в процессе мы, конечно, проводим рефлексию тех переживаний, которые получились на занятии. У нас в духовном единении величие народа.
И это очень одна из глобальных таких системообразующих звеньев в нашей воспитательной работе. Это, наверное, ключевой такой лозунг. И в этом году мы готовимся к юбилейной дате. Со дня рождения Александра Невского будет 800 лет. 24 июня 2014 года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал указ о праздновании 800-летия со дня рождения князя Александра Невского. И в 2021 году будем торжественно и широко отмечать эту важную для Отечества дату. Среди множества задач, стоящих перед российским обществом, важнейшей является восстановление исторической памяти народа, православной веры и связанных с ней ценностей, идеалов, нравственных ориентиров, отечественных традиций в общественной, семейной жизни и воспитании детей. И здесь не обойти беспреемственности национальных идеалов, подвижников веры и благочестия, примеров святости, патриотизма, доблести, чести. Именно одним из таких ярких примеров на протяжении многих веков служит для наших соотечественников святой, благоверный, великий Александр Невский. О тех знаменательных событиях, которые были организованы под предводительством Александра Невского, именно битвы со шведами и другие сражения на льду Чудского озера, ледовое побоище, много-много различных одержал Александр Невский побед. И, конечно же, эти памятные даты, они изучаются детьми, учащимися в курсе истории. Но, может быть, нам очень важно еще раз актуализировать и подчеркнуть значимость этих сражений. И, собственно говоря, и мы извлекаем всегда уроки из тех событий, которые были в истории нашего Отечества. Также, опираясь на наши произведения искусства, а произведение искусства, оно тоже связано очень сильно с православной культурой, хотелось бы отметить, что и Васнецов, и Нестеров, и другие художники в своих работах показывали именно, акцентировали наше внимание на образе русской души великого князя Невского. То есть его не только внешний облик с русыми волосами и бородой, но и сам силуэт, и то, что художник вывел его на передний план, это все подчеркивает величие и могущество этой личности. Также вот здесь мы видим изображение, представленное художником Михаилом Нестеровым. Здесь акцентирует внимание художник на то, что этот князь, он был глубоко верующим. И именно в домовой церкви князь мыслил о Боге и в своих каких-то вот переживаниях о судьбе Отечества задумался. И вот мы видим здесь вот этот вот его облик, его лик, как именно погруженный в какую-то серьезную проблему, думу. Хотелось бы сказать еще о том, что наша с вами деятельность воспитательная, она строится на основе пословицах. И мы, когда рассматриваем тему героизма, великих побед, великих событий, свершений, мы, конечно же, опираемся на опыт наших предков, рассматриваем пословицы, и здесь вот в данном случае есть определенные пазлы. То есть нужно собрать пословицу, и мы предлагаем такой вот вариант ребятам. Естественно, после некоторых вариантов дети уже готовый вариант отображен, который здесь тот герой, кто за родину стоит горой. Также в пословицах отражены ключевые события героизма наших воинов-защитников, которые касаются различных исторических периодов. Александра Невского мы, конечно, рассматриваем как святого воина, защитника, но это целый ряд тех защитников Отечества, о которых детям необходимо знать. И здесь могут быть различные игры. У нас вот есть опыт такой, наш методист, заслуженный работник Нина Михайловна Мищенко, она разрабатывала такие игры, которые помогали детям вот узнать о том или ином герое, и эти игры, они тоже у нас присутствуют в нашем центре. То есть, если кому-то методическая помощь нужна, приезжайте на наши семинары, мы обязательно делимся и теми материалами, которые у нас сохранились, вот как труд Нины Михайловны Мищенко. Хотелось бы подчеркнуть, что дети сегодня опираются в своих высказываниях очень чаще на героев мультфильм.
Сегодня дети очень мало читают. И каким образом сформировать мотивацию, чтобы детей отвлечь от этих антигероев, как так называемых супергероев, перейти на наши традиционные, хотя бы даже сказки, в которых русский народ прославлял отечественные такие традиционные добродетели, как скромность, чистота, целомудрие. Вот этот образ Ивана Царевича, Ивана, может быть, даже дурака иногда. На самом деле не всегда дурак оказывался самым умным. То есть на самом деле именно эта скромность за какой-то вот такой вот неприглядностью всегда стояли очень важные черты характера, такие как застенчивость и бескорыстие, самоотверженность. И вот в этом проявляются как раз черты русского национального характера. Следующее, о чем бы я хотела сказать, это те слова, те понятия, которыми дети должны оперировать в процессе изучения темы подвига и героизма. Мы опираемся на такие понятия, как долг, честь, ответственность, обязанности по отношению к родителям, по отношению к своим учителям, к своим родственникам, к своим трудовым обязанностям, вот к учебным функциям, когда дети еще находятся в школе. То есть это все очень важно, то есть это все очень взаимосвязано. Поступки героев и наши в повседневной жизни те качества, которые мы должны в себе воспитывать, взращивать. И здесь снова нам на помощь приходит, ну вот я не буду говорить об этапах классного часа, это отдельная тема для нашего семинара, который неоднократно еще будет проведен. И мне бы хотелось еще раз сказать о том, что наши результаты, они связаны с тем, чтобы подчеркнуть ту идею патриотизма, которая очень важна. И жизнь Александра Невского, полководца и дипломата, выдающегося государственного деятеля Древней Руси, издавна привлекала внимание потомков, рождая в сердцах возвышенные чувства. Он принадлежит к числу великих людей в истории нашего Отечества, чья деятельность не просто оказала влияние на судьбы страны и народа, но во многом изменила их, преодолела ход русской истории на многие столетия вперед. Ему выпало править Русью в тяжелейший переломный момент, последовавший за разорительным монгольским завоеванием, когда речь шла о самом существовании Руси, о том, сумеет ли она уцелеть, сохранить свою государственность, свою этническую самостоятельность или исчезнет с карты, подобно другим народам Восточной Европы. И еще вот буквально в заключение несколько слов хотелось бы сказать о том, что Александр Невский всегда руководствовался изречением «Не в силе Бог, но в правде». Эти слова можно поистине считать девизом его жизни. И в суете наших нынешних дней мы еще раз должны обращаться к нашим истокам, видя в них не только историю войн и побед, но и духовную основу будущего возрождения России, неприходящую ценность истинной любви к Отечеству, бескорыстного служения Руси, который столь ярко проявлял своим жизненным подвигом князь Александр Невский. И Александр Невский стал великим князем Владимирским. Кратко можно сказать об Александре Невском таким образом. Словами летописца: «Потрудился он за Новгород и за всю русскую землю, обеспечил сохранение целостности территории, очень заботился о людях». Вот такие черты такого выдающегося деятеля, как князь Александр Невский, сегодня являются для нас примером подвига, трудолюбия и доблести. Еще, уважаемые коллеги, хотела бы остановиться буквально в несколько минут, уделить такой теме. В курсе «Основы религиозной культуры и светской этики» очень часто присутствуют родители, потому что они являются целенаправленными участниками нашего процесса. И я обращаю ваше внимание на то, что у нас в институте работает консультационный центр, который принимает ваши заявки для организации родительских собраний. Мы выезжаем на консультации, как индивидуальные, как же групповые, по вашим заявкам, в ваши школы. Ждем от вас ваших заявок,
для того, чтобы нам выступить на родительских собраниях. У нас очень много различных тем, которые являются профилактикой защиты, например, от гаджетов, очень серьезная тема. Безопасный интернет, дети и деньги. Это те темы, которые будут в марте месяце запланированы в нашем консультационном центре. Также у нас есть сайт, в котором подробно рассказано о наших просветительских проектах. Также показаны те специалисты, которые задействованы в этих проектах, в которых можно записаться. Эти услуги сегодня оказываются совершенно бесплатно. И мы очень надеемся на сотрудничество с вами, и в том числе и в рамках работы с родителями. Я благодарю вас всех за внимание. На этом мы с вами сегодня прощаемся. До новых встреч. Всего вам доброго.